Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какой шаг сделает мужчина в вашу жизнь? Мои дорогие, пожалуйста, если тема интересна, настройтесь на мое гадание, загадайте на мужчину, так и спросите, какой следующий шаг ты сделаешь в мою жизнь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, мои дорогие, давайте посмотрим, какой же шаг сделает мужчина в вашу жизнь. Так. Сразу скажу, этот мужчина спешить не будет. От этого мужчины каких-то прям открытых боевых действий вы не дождетесь. Он ведет партизанскую войну. Почему я так говорю? Да потому что он с вами, скорее всего, в чем-то соревнуется. Кто друг друга, вернее, кто кого сильнее любит, кто друг друга переспорит, кто станет в отношениях либо в семье лидером. Этот человек, он не привык сдаваться. Это человек-охотник. У него прям такой ярко врожденный инстинкт охотника. А вы его, мои дорогие девочки, иногда балуете тем, что вы идете ему на уступки, тем, что вы как-то быстро сдаетесь. Ему иногда с вами, к сожалению, становится скучновато. Но есть моменты вашей какой-то суперупрямости, режим суперупрямой девушки. Вы его периодически включаете. Вы его включаете в те моменты, когда он вас особенно раздражает. Он это понял. Ему этот момент ваш очень нравится. Ему очень нравится вас прям скрутить, победить, чтобы вы сдались на волю победителя. Он вас иногда провоцирует, чтобы вы вели себя именно таким образом. Смотрите, мои дорогие, у вас идет противостояние, игра разумов, как это можно еще назвать. Вы с ним постоянно как-то, не знаю, то вы любитесь, то вы на ножах с этим человеком. Человек вас провоцирует, я это тоже вижу. Поведение его достаточно странное. Вы не понимаете, то он активный, люблю, все, куплю, люблю и полетели, то он наоборот куда-то уходит, прячется, закрывается. И невозможно понять, что с ним происходит, где он, с кем он там время проводит, чем он занят, и вы из-за этого переживаете. У него, помимо вас, так, чтобы на любовную связь, я не вижу тут прям девушек, с кем бы он мог проводить время, с кем бы он там любовью занимался и прочее, прочее. У него есть, может быть, женщина, которой он чем-то, например, обязан, либо женщина, с которой он там общается, советуется. Это может быть мама, это может быть там сестра, даже может быть бывшая, может быть просто какая-то подруга. То есть между ними ничего нет, между ними скорее какие-то дружеские отношения, либо просто взаимопомощь и поддержка. Та другая женщина, она очень сильно влияет на него и на его жизнь влияет. Она практически в курсе всего того, что происходит в его жизни. При желании может и рулить, управлять, куда ей захочется. Женщина, она в принципе неплохая, но она слишком какая-то, я не знаю, со своими какими-то, может быть, интересами, особенно если это мама, то она пытается прям так сыночка прям в таком каком-то очень комфортабельном, и безопасном русле для него же и протянуть. То есть, если вы хотите каких-то конкретных действий от этого человека, то вам нужно сближаться именно с этой женщиной, то есть с ней выходить на контакт. Что касается непосредственно вашего мужчины, тут опять же таки все зависит от вас и от ваших проявлений. Вы должны понимать, что он охотник, а вы, получается, либо должны быть желаемой добычей для него, либо вы должны быть такой же охотницей и такой же конкуренткой для него. Этому человеку всегда нужен какой-то азарт, ему нужен драйв, ему нужно гореть кому-то, либо к чему-то, либо процессом быть зажженным. То есть этого человека нужно постоянно стимулировать. Чем больше вы его раздраконите, чем больше вы его подзадорите, тем активнее он будет проявляться к вам и тем активнее будет действовать в вашу сторону. В данный момент этот человек, он, видите, в такой позиции, он привык управлять процессом, он привык управлять ситуацией, и он пока у него это получается.
Если он понимает, что у меня все гладко, все получается, он начинает скучать, он начинает терять интерес, и, соответственно, он ослабевает свое внимание и свой взгляд, да, на ситуацию. Такая замыленность получается. То есть как бы все под контролем, все идет так, как надо. Не нужно никого там добиваться, не нужно из кожи вон лезть, чтобы завоевать эту женщину, потому что, ну, она априори уже и так моя, да. То есть как бы мне стараться не нужно. То есть торопиться мне тоже не нужно, ну а дальше поживем, увидим. Вот, чтобы этой ситуации не было, его нужно все время взгревать, вот в прямом смысле слова, да, чтобы он как вам горел, чтобы он вас не понимал, а что вы делаете, а чем вы заняты, а кем вы увлечены, что у вас в голове, где вы находитесь. То есть вы должны стать вот такая женщина-загадка, такая вот неуловимая дымка, чтобы он вот прям за вами гонялся до бесконечности, пытался узнать все про вас, все о вас, где вы, с кем вы, что с вами, кто в вашем сердце, кто в ваших мыслях. Конкурировал бы, может быть, какими-то призрачными мужчинами, да, чтобы вас отбить у них, да, и сделать именно своей. Вы знаете, пока на сегодняшний день, вот что я вижу в этом песке, этот мужчина полностью спокоен. Он уверен в том, что вы от него никуда не денетесь, что ничего ему не угрожает. В принципе, как бы я не буду спешить, я буду наслаждаться моментом. То есть женщина моя, когда хочу, тогда я к ней и проявлюсь, да, предъявлю ей свои чувства. Но пока вот нужно ее немножечко вот помурыжить, да, вот пусть помучается, пусть больше любить меня будет, да. Вот. Но если вы начнете с ним играть в эту же игру, да, в кошки-мышки, то есть не в поддавки, то, что у вас было до сегодняшнего момента, а именно в кошки-мышки, вы от него будете убегать, прятаться, будете его манить, там листичка ему будете, там какие-то сигнальчики слать, а вот найди меня, а вот побегай за мной. Вы знаете, сразу поменяется его проявление к вам. И этот человек, он вплоть до того, что он будет под вашим окном, я не знаю, там жить, спать, есть, и все время за вами присматривать, где вы, с кем вы, куда вы идете. Я не призываю вас общаться с другими мужчинами, да, либо вызывать его на ревность. Нет, есть другие моменты, которые ему более интересны. То есть, когда вы вроде как бы с ним, но мыслями в чем-то другом, когда вы с ним общаетесь и задаете ему какие-то вопросы на какие-то невероятные темы, там, может быть, там, философские, либо там, бытийские, либо там, интеллектуальные, и он в шоке. Он такой думает: господи, я же этого не знаю. Срочно гуглить, что же она у меня спросила, о чем же она мне сказала. То есть, вы понимаете, вы должны его удивлять, вы должны его шокировать. И от этого будет активироваться его желание больше двигаться к вам, больше вас узнавать, больше узнавать о вас. То есть у него априори всегда такое желание быть наверху, да, быть главным, быть старшим, быть вот таким вот прям, там, стопроцентным мужиком, да. Но как только он добивается этого положения, вот сразу он теряет интерес, сразу он охладевает, и сразу ему как будто бы подавайте новую цель. То есть у него постоянно какой-то, как будто бы нехватка какого-то, да, адреналина. Он постоянно живет на пике вызова. Да, вот кто мне бросит вызов, кто там посмеет мне противостоять. Мои дорогие, если вы хотите активности от этого мужчины, удивляйте его. Удивляйте, шокируйте. Пусть он вас не понимает, пусть он офигевает от вас и от ваших каких-то, может быть, слов, вопросов, действий. Ему очень важно постоянно быть вот именно на острие, на адреналиновой игле, даже можно так сказать. Я не знаю, как правильно донести, да, и объяснить этот момент. То есть, может быть, он и не азартный человек, но ему очень важно быть всегда победителем. Победителем в ситуациях, в спорах, в разговорах, знать больше, чем другие, уметь лучше, чем другие. Поэтому вы его должны стимулировать. До того, что, я не знаю, там порнофильм какой-то ему покажите, скажите: вот как мужчинка умеет, а вот ты можешь так? То есть ты мне такого там не показывал, да, либо ты меня такими вот результатами не радовал. И я вас уверяю, он сделает все, чтобы вы испытали все радости и ощущения, да, там, от интимной близости. То есть он будет стараться, он будет вкладываться, и тем самым вы постоянно сможете его держать на каком-нибудь,
коротком поводке. Вот я как бы ни о чем не хочу таком сказать плохом, да, просто постоянный будет интерес и постоянное активное действие вот этого мужчины. Этот мужчина, извините, меня немножечко зажрался, потому что я вижу, что вы добрая, что вы открытая, но, опять же таки, вы его очень сильно зацепили вот этим моментом упрямости, когда он вас добивался, когда он вот с вами играл в эту интеллектуальную игру, да, кто кому первый сдастся. Мои дорогие, то есть хотите этого мужчину, хотите от него действий, тогда провоцируйте его постоянно и придумайте какие-то новые все подходы к нему. Я вижу, что вы такая еще у меня амазоночка, вот она, вы с мечом, с таким вот щитом, и вы от него закрываетесь от каких-то моментов. Когда вы это делаете, он может более активно в вашу сторону идти, вы это уже чувствовали, вы уже, возможно, догадывались об этом, да, без меня, может быть, даже догадались, но вот нужна была, может быть, подсказочка, может быть, нужен был толчок. Смотрите, мужчина, он к вам интерес имеет. Вот что бы между вами ни происходило, в каких бы отношениях вы ни были, интерес есть. Но этот интерес, он немножечко так остывает. Да? Да, конечно, некоторые блюда, они вкуснее, когда они холодные. Но этот мужчина привык к горячему, еще и перченому, если вы меня понимаете. Если вы сумеете вывести ваши отношения именно на такой горячий перченый уровень, знаете, что все, этот человек полностью ваш, и никуда он от вас не денется, и вас ждут очень прекрасные отношения, годы прекрасных отношений, любви и счастья. Но, опять же таки, да, никогда не подавайте одно и то же блюдо, чтобы он не присытился. Действия со стороны этого человека. Будут встречи, будут общения, будут разговоры. Все такое, знаете, вот до вызова, пока вы ему не бросите этот вызов, все будет такое немножечко пресненькое. Да? Как только вы его чем-то заинтересуете, заинтригуете, то мужчина, конечно, будет меняться и в лице, и в поведении, будет к вам гореть. Вот так вот, мои дорогие. Так, мои милые, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.